Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Благодарим Бога за Божие милосердности. Просиш, как добрый милосердный Пан, Господь нам намагає літній пережив час Великого Поста, який ми сьогодні розпочинаємо. А дякуючи этому, добре пережити святий з мертвих повстання і приготуватися на переход з этого світу до другого, ще життя. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władanie Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona jakimi żeńczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga i Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty z Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony w Wąskim Piłacie, ukrzyżowany помер и был похован, и зашел до отвали на третий день, воскрес померлых, узошел на небо, тянить праворук Бога, а Отца Всемогущего, а тут придя судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, жизнь вечная. Аминь. Отче предвечный, офируем Тебе тело и кровь, душу и воскость, на милейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как Тебя просить за грехи наши всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Тебе болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Боже, добродетельный, отверну Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как Вера просит за грехи наши и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки. Будь милосердный до нас и всему свету. Взяли Его болезные муки.
Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Тело и кровь, душу и воздух, наимилейшего Сына Твоего, Папана нашего, Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до 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 всего света. Отче предвечный, веруем в Тебе, тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как миропростить за грехи наши и всякого света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, верую в Тебе, тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всякого света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj над нами и над всем светом. O krov i voda, яка випила з найсвятішого серця Єзуса, як крилиця милосердності для нас. Доверяем Тебе. O krov i voda, яка випила з найсвятішого серця Єзуса, як крилиця милосердності для нас. Доверяем Тебе. O krov i voda, яка випила з найсвятішого серця Єзуса, як крилиця милосердності для нас. Доверяем Тебе. Єзу, Доверяем Тебе. Święta jest siostra Faustyna, Молись за нас. święty Jan Paweł II,
Молися за нас. Благословленный ksiądz Michał Sapocko. Молися за нас. Благословленный Brodisław Makiewicz. Молися за нас. Всей святые Божия. Молися за нас. За душу чистую, терпящую, добрый Jezu nasz Panie. Дай им вечное спочивание. Dobry Jezu nasz Panie. Дай им вечное спочивание. Dobry Jezu nasz Panie. Дай им вечное спочивание. Niechaj spoczywają w spokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Святи нам утемы, вырatuj наши души от грехов. О Иисус наш, святи нам утемы, сердце прагнут любови Твоей. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z ducha Twoi. Просим на початок этой святой мши, как мы могли с добрым сердцем приготовиться на час с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа. Просим, как эти великий пост, который распочинается, был другим, отменным, как мы иначе могли поглядеть на свое життя, а дякуючи ласці Пана Бога, звалить себе. Подчас этой святой мши молюся за померлого Валерий, Рамуваль и Елена, просячи для їх, как добрий милосердний Пан пробачив їм провини і прийняв супольність святих. Молимся. Пане наш Боже, святым постом дай нам распочать духовные змагания, как устреманность умацевала нас в борьбе со злым духом, Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог, празуще веки вечные. Amen. Читання книги пророка Йоеля. Цяпер кажа Пан: звярніцеся да мяне усім сваім сэрцам у посце, у плачы і глашэнні. Разрывайце сэрцы вашы, а не ваше адзенне, і навярніцеся да Пана Бога вашага, бо Ён ласкавы і міласэрны, доўгоцярплівы і шмат міласцівы, неахвочы да пакарання. Хто ведае, можа павернецца ён і пашкадуе і пакіне за сабой благословленне, ахвяру некрывавую і з напояў для Пана Бога вашага. Затрубіце ў рог на Сіёне, асвяціце пост і склічце урачысты сход. Збярыце народ і асвяціце супольнасць, склічце старцаў, збярыце юнакоў і немаўлят. Няхай выйдзе малады са свайго пакою, а младая са свайго алькова. Няхай паміж бабінцам і алтаром плачуць святары, слугі Пана, і кажуць: пашкадуй, Пане, свой народ, і не аддавай спадчыны сваёй на ганьбу, каб язычнікі панавалі над ёй. Навошта будуць казаць між народамі: дзе іхні Бог? Тады парубіцца Пан аб сваёй зямлі і пашкадуе свой народ. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили.
Слухайте милосердности Твоей, дыши беззаконие моей. Обмыть от меня от провину моих, и очисти меня от греху моего. Смилуйся над нами, Пане, молы страши. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тебе одному я сгрешил, и зло учинил перед Твоими очима. Смилуйся над нами, Пане, молы страши. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне тревалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Смилуйся над нами, Пане, молы страши. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои буду совершать Твою хвалу. Смилуйся над нами, Пане, молы страши. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, от имя Христа мы являемся посланцами, якби самого Бога, який закликає праз нас. От ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведав граху, Ён учинив грахом замест нас, каб мы у ім сталися справедливостью Божией. Як супрацовники мы закликаем, каб вы не приймали ласки Божої даремно, бо Ён каже: «У час сприятний я почув тебе, и у день збавлення допомог тебе. Вось тепер час сприятний, вось тепер день збавлення». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Сегодня не робите жесткими ваши сердце, але слухайте голос Пана. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Матфея. Хвала Тобі, Пане. В той час Єсус сказав своїм учням: «Глядите, не чините справедливості вашої перед людьми, как і не бачили, інакше не тримається узнагорода до Отца вашого, який в небесах. Коли даєш милостину, не труби перед собою, як роблять криводушники у синагогах і на вулицях, щоб люди хвалили їх. Справді кажу вам, яны отрымливают свою нагороду. Коли даешь милостину, нехай не ведает твоя левая рука, что робит правица твоя, как милостина твоя была взаимной. И Отец твой, який убачит потаемно, отдаст тебе. И коли молишься, не будь як криводушники, бо яны любят молиться, стоячи у синагогах и на рогах вулиц, как показать перед людьми. Справді кажу вам, яны отрымливают свою нагороду. Ты ж, коли молишься, увойди в покой свой и звычай, и зачини двери свои, молися до Отца твоего, який в таемности, а Отец твой, який бачит потаемно, отдаст тебе. Коли постите, не будьте понурыми, як криводушники, бо яны закрывают свой твар, как люди бачили, что яны постят. Справді кажу вам,
яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці, і Айцец твой, які бачыць патаемна, аддасць табе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Тут сьогодні у костелі нема ніякого свята, але до нас у костел приводить початок Великого посту. Бо хочем на знак, може навіть і Давіда, коли той зграшив, прийшов, надівся, зняв свої тканини царські, золотые, надівся у мішковину і постів, просячи, каб Бог перемінив життя. І на знак шмат других пророків, які так само чинили. І володарів сусвіту, які так само умели убачить Бога, завести свого посаду, обсыпаться пеплом с головы до ног, как поститься. И сегодня мы приходим как на этот знак быть обсыпанным пеплом. Может, добрый Бог полностью нас обсыпал пеплом. Как это пепло было столько, а нам не потребно. Того, чтобы нам наши речи, убрания, какие мы маем. Этот пепел посыпаем не на руки, не на ноги, ни на язык мы его не пробуем, ни в очи не намазываем, не смакуем, як он есть, а не на голову. Вы, которые сказали по справдному, так есть, бо коли голова твоя мокрая, так и тело твое будет так само мокрое. И так само есть с пепелом, коли голова твоя очистится, приня поставу покоры, так и тело твое будет имкнуться за тем, что в думках твоих. Сегодня хочем быть очищенными сучасного свету, який нам пропонує шмат різних добротів, технологія, яка пропонує нам ніби розвой, але дійсно ми заникаємо в цьому розвої. Сьогодні, наприклад, може нам треба очиститися з нашої понурості, яку ми кожен день маємо. І може на час Великого посту постановити, що з сьогоднішнього дня я буду усміхатися і радуватися до мужа, до жонки, до дітей. Бо у нас, може, 20 годов пошліть, а гэта улыбки не учинив. Чи гэта ёсць постанова велика? Еще якая. Нам так здається, що нам легче було б отказаться, відмовитися від якоїсь цукерки, від якоїсь приємності сучасного світу, чим до когось усміхнутися, дати йому якусь надію. Ми готові когось тримати здалека. Вот наша жесткость сердца писали, показывает, что мы недоступны, а говорим, что мы недоступны, то означает, что нас никто не натиснет, как мы действуем, что изменили в нашем жизни так, как мы не хотим. А Пан Иисус говорит другую справу. Хочешь изменить свое життя? Роби это потаемно, как другие этого не бачили. И мы сегодня приходим, как быть очищенные, может, так само сучасные технологии. Сучасный свет нам пропонует замест развою, как нас отупить, например, штучную интеллигенцию, и как наружные способы, який способ ніби не позволяє развиваться, але так само и заникать в сучасному світі, как не думать, как знайти отказ на різні питання, які нас турбують у сучасному світі. И мы сегодня приходим, как подчас этого Великого посту, задать себе питание, что в житті треба було б змінити, над чим працювати, на що звернути увагу. Вельми пригожие словы, некоторые годов тому назад написал один святан. Говорит, пам'ятайте, на початок Великого посту пишет такие слова, пам'ятайте, что час вас не змінить. Події вас не змінять. Люди не зроблять вас лепшими. Навертання не відбудеться по уласній волі, як нам так здається. Бо вам так захотілося. Тому менавіта любов зміняє людей. Вас і мене. Любов
змяняе свет, любоў, робіць жыццё прыгожым. Бог ёсць любоў. Я звяртаю сваё жыццё да Бога. Ён здзейсняе астатнюю частку, czyli перамянение мяне, пераўтварэнне і маё навяртанне. І вось асноўны сэнс падчас Великага посту, каб сваё сэрца звярнуць да Бога нанова, каб сказаць, што не я, узнаць сваю слабасць, што я не змяню свайго жыцця. А нам так здаецца, што мы маглі бы штосьці ў якісьці спосаб змяніць. Ёсць такая камедыя старая польская, вы яе, напэўна, не бачылі. Яна ў серыялу ідзе. Там ёсць пэўная сцэна такая, што да бацькі прыходзіць настаўніца і гаворыць, ваш сын уже некалькі тыдняў не ходзіць у школу, на навуку, мы яго не бачым. Бацька даведаўся, прыйшоў да сына і гаворыць, сыну, настаўніца мне сказала, што ты уже некалькі тыдняў не ходзіш у школу, занядбоўваеш абавязкі вучня. А сын гаворыць, тата, я хожу ў школу. Якую школу? У прыватную школу. Як то прыватную школу? Ну мы з сябрамі залажылі прыватную школу. Зютак з'яўляецца дырэктарам школы, Стасік з'яўляецца прафесарам, мы тут маем 10-15 гадзінаў фізкультуры, математики, ну так себе, там ползанятка, литературы так само, так себе. Наша школа, мама, оценки нам самі ставили. Хоть это комедия была, але батька отказывая вельми мудро в этой комедии. Говорит, сыну, гэтая школа тебе ничего не даст. Ты таки, як был, таки и останешься. И мы сегодня так само приходим у школу, якою ёсць касцёл. Хтось тебе сказав, я могу сам собі гэтую школу заложить, буду сам себе навучать, буду сам заховывать Божие заповеди. Ніхто не скаже, що навошта мне касцёл, навошта мне змяняць своє жыццё, як і так супер добрый, супер святы. Навошта мне робіць якісь постановы, калі яны мяне не зменяць. А тут у этой комедии докладно показано, что гэтае жыццё без Бога, яно табе нічога не даст. Мимо того, что ты свядомы, что там есть Бог, и тут есть Бог. Але чи Ён есть у сердце твоим, чи ты приходишь, как здзейснілася праз сакраменты твое жыццё, каб оно обновилось наново. И это нам треба отказать на это питание. Чим есть споведь, з якою ми користаємо, рахунок сумлення, які ми робимо. Чи вони сапраўды дапамагаюць нам у якоїсь мірі змяніць наше жыццё? А можа, мы ведаем лепей як. І таму дзесьці во штосьці услухоўваемся, но до конца не чуем. І сёння прыядзем такія прыгожыя маскі і прыгожа інтэлектуальна і мудра выглядзі. Я калі езджу за мяжу па рэкалекцыях, часамі знаходжуся ў касцеле забытковым, які прапаведаю Слова Божие. Може, костюм 12 столетия, 15 столетия. И говорю, людям, глядите, на этом месте, где вы сидели, 100 годов тому назад, был якийсь профессор. Правда, потом и мэр этого города приходил, вот тогда люди были верующие. И был бедный человек, и был богатый. Был маленький хлопчик, и была старшая бабуля. Усе яны калісьці былі. І былі велькі ў сваім вниманні, бо мелі шмат розуму, ідэяў на сучасны свет. А сёння іх нема. І вы памятаеце, за 100 гадоў і вас тут не будзе. І вашых праблемаў, якія-небудзь вас адбіраюць хэнць да жыцця, і хэнць да надзеі, хэнць да Бога, ахвоту любіць другого чалавека, і вашы якіясьці абіды на другого чалавека, усе яны занікнуць. І не толькі яны. І, можа, правдападобна, шмат каго з нас магілы уже не будзе. Уже зраўняюць з зямлёю, бо яе не будзе. А сёння мы ў нашых пачынаннях такія вялікія, дакладныя, і хочам штосьці змяніць, забываючы, што цэлая змена і надзея, як напісаў гэты святар, больш чым з 10 гадоў таму назад, на пачатку Великага посту. Короткое слово, что только Бог
może дазволіць нам змяніць наше жыццё. Толькі ў Богу, пакладаючы надзею, мы можам атрымаць тое, што сапраўды нам патрэбнае ў гэтым сучасным жыцці, у дарозе да жыцця вечнага. Дорогие братья и сестры, покорно просим Бога Отца, как с полноты ласки своей поблагословил этот попел, який посыпаем головы наши на знак покаяния. Боже ласкавый, Ты схиляешься до покорных и пробачаешь тем, кто покаялся. Выслухай просьбы нашей молитвы и летостиво благослови Твоих слугов, якія будут посыпаны этим попелом, как заховывающий 40-дневный пост с чистым сердцем, смогли брать удел у пасхальной таямницы Твоего Сына, який живе и володарит на веки вечные. Аминь. Будем подходить, так як до коммунии, клянчить не треба, треба стоять. Руки не треба так складывать, но это не коммуния, которая так приходится вниз. Никто не коммунии так руки складывать. Можно держать так, можно держать так. И я буду поступать в головы, кайтесь и верьте в Евангелие. Вертаемся на свое место, можно сесть и сидеть, а поп-музык спеваем звукостью. Боже, слави во мне, Боже, слави во мне, чистое сердце, и обнови во мне, Боже, слави во мне, Боже, слави во мне, чистое сердце.
nasz jest Bogiem żywych, a nie powiernych. Nie pragnie niczyjej śmierci, ale czekaj na wертання, kab одарить nas wiecznym życiem. Tam zawieramy, wniesiemy do naszej prośby. Молимся за всех христиан, которые были свидетелями радости, якая виникає з віри у то, що Бог дає збавлення, просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за неверующих людей, которые они, открывши своє серце і розум, познали Бога живого, присутного у костеле, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які переживають особисте нещастя, которые они перестали сподіватися тільки на власні сили і звернулися до Бога, який з любові допомагає кожному чоловіку. Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. наших близких померлых. Особливий спосіб Валерій, Рамуальд, Єлена, как добрий милосердний пан, пробачив їм провини і прийняв сьогодні святих, Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. нас, удельников этой Евхаристии, как распочатый великий пост стал для нас часом покаяния и поеднания с Богом и ближним. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Глянь, Пане, на нас, які стоять перед Тобою, і обудил в наших серцях імкнення до святости, враз Христа, Пана нашего. Аминь. Бо так полюбил свет Бог, что дал Сына Одинокого, как каждый, кто верит в Его, не сгинул, а не века. Жить сроком не вечное, жить сроком не вечное, жить сроком не вечное, жить сроком не вечное. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец всемогутный. Нятай, Пан Бог, примя офяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ojcze, łaskawo pryjmij ofiarу, якую урочисто складаем на початку Великого Посту. Дай просим, как разучинки покаяния и любови мы перемахали, спокусы и очищенные от грехов могли удельничать у таемницы муки Твоего Сына, веки живее и благодарить на веки вечные. Amen. Pan z Wami, I z Duchem Twoim, u poru sercy. uznosimy na Pana, Dziękuję Panu Bogu naszemu. godna это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага, бо Ты ласкава дазваляеш Твоим верным, зачышчаною душою штогод радостно чакаць великодных святаў, каб праз шчырую малітву і ўчынкі міласэрнасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння, яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, освяти гэтыя дары растою Духа Твайго, каб яны станеце для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шакаем Твое присягание. Wspominając śmierć z mrtwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi, stajać, wierać Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля в любови разом с Папом нашим Львом, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї одійшов этого світу і дозволив убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом, другим, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, которые сподвигу подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разумения и вечная. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и причтя Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Pana, niechaj zаўсёды будзе z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий
береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас у покої. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
скрижав яру, Ти святешний збавив, Бог нас скрижав яру, Ти святешний збавив. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Бога, Бог нас скрижав яру, Ти святешний збавив, Бог нас скрижав яру, Ти святешний збавив. Молимся. Милосердный Боже, нехай прийде після камень, допоможе нам тривати у пості. Как Тебе было приемным наше устремление, и оздоровила наши души, и оздоровила наши души, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Святый Боже, спошли Духа Твоего тем, кто поклоняется Твоей величи, узбудил их щирый жаль за грехи, и милосердно допоможи вытривать у принятым на себе покаянии. Раз Христа, Пан нашего, нехай благословляет вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуем вам, Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай я позднейший Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас губу душную по свете. Аминь. наших близких померлых, заболела Валерия, Элмуа, Елена, Ангел Панский звестовал Панне Марии. И зажила от Духа Святого. Виталий Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вот я слуха Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Виталий Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. А слово стало телом. И поселилась между нами. Виталий Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными описанию Христовым. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, улив наше сердце Твою ласку, как мы познавши казанское звестование, утеловление Христа Твоего, Сына, празднуку Его и крыш были довечные, до хвалы у воскрешения праз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была страд веку, теперь и завсюды, и на веки вечная. Добрый Езу наш Пане, Дай им вечное спасение. нехай спочивають в спокої вічним. Аминь. 201. Езу дай силы, годи, дай знамение. Езу дай силы, годи,